В рамках первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в Южно-Сахалинске проходит культурная программа творческих коллективов Якутии. Подробнее в сюжете Нюргуяны Егоровой. Репертуар коллектива «Гулон» известен далеко за пределами Якутии. На единственном концерте артисты театра малочисленных народов Севера представили этническую программу, где национальный колорит, природная пластика, красота передалось посредством языка танца. Готовились мы уже давно, уже с Якутска, начали готовиться. Будет концерт на 1,5 часа, где-то так. В дальнейшем еще... Предстоит еще и закрытие. А коллектив барабанщиков «Тятим» под руководством народных артистов Клавдии и Германа Хатылаевых озвучил якутскую этномузыку с помощью духовых и ударных инструментов. Основные инструменты привезли, якутские традиционные. Кырымпа, тангсыр, и шумовые сексир, джага, еще духовые еще, аян и ойду. Задолго до концерта коллективов в зрительном зале мест не было. Единственное представление танцоров и музыкантов Якутии вызвал большой интерес у сахалинцев. Достаточно необычное впечатление. Первый раз нахожусь на таком концерте, но очень приятно наблюдать за культурой другой страны, за их характеристики их танца, движения. Очень приятно. Хорошие, положительные эмоции. Прекрасный концерт, спасибо. Танцы красивые, все показывают хорошо. К сожалению, не часто увидишь такие концерты на Сахалине. Это один из них, очень самобытно, очень ярко и здорово. Спасибо большое, что приехали. Еще одно культурное событие напрямую связано с Сахалинской областью. Сахатеатр впервые показал спектакль «Желанный голубой берег мой» на исторической земле, где реальные события происходили на просторах Охотского моря. Побывал этот спектакль и в Латинской Америке, и в Америке, и в Европе, в Азии. А вот на берег Охотского моря, где живут нивки, история, о чем он рассказывает, спектакль, как раз-то впервые приехали, через 37 лет. Символично и то, что прототип главного героя Кирийский, известный писатель и публицист России, сын нивского народа Владимир Санги, специально приехал посмотреть спектакль. Именно с его слов была написана повесть «Пегий пес, бегущий краем моря» Чингизом Айтматовым. Впоследствии чего в студенческие годы Андрей Борисов поставил спектакль. И эта постановка была удостоена Государственной премии СССР. Пегий пес обошел множество стран, перевалил за большие хребты, преодолел морские, океанские просторы и, уставший от славы, приехал в свое логово передохнуть. Сегодня труппа театра выйдет на Охотское море и совершит обряд благословения. Нюргуяна Егорова, Владимир Павлов, Александр Ярков. «Дети Азии», Сахалин.